Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели», в студии Олеся Григорьева. В рамках проекта формирования комфортной городской среды проводится благоустройство парка культуры и отдыха. И первый объект уже сдан – летняя эстрадная сцена. Подробности у Марины Бариновой. Работа по установке главного атрибута праздничных концертов и не только завершена. Смонтирована открытая сцена, под ней отремонтировали асфальтовую площадку и установили новые скамейки для зрителей. Согласно плану, в парке проводятся следующие работы. Текущий ремонт дорожного покрытия, пешеходных зон, установка фонтанов, замена главных ворот с ограждением, установка современных газонов, малых архитектурных форм, ремонт площадки со сценой. На сегодняшний день работы по установке летней сцены закончены. Я думаю, что парк должен стать лицом нашего города. И наша с вами задача сохранить все, что здесь будет построено, и содержать это все в надлежащем порядке. Самое главное. Спасибо. Любое строительство требует немалых затрат. Так, на ремонт данного объекта ушло ни много ни мало 1 миллион 214 тысяч 740 рублей. Из них 120 тысяч 597 средства местного бюджета, 75 тысяч 976 республиканского и львиная доля в сумме 1 миллиона 9 тысяч 397 рублей пришлась на федеральный бюджет. Народный ансамбль «Россияночка» городского дворца культуры первыми вступили на новую отремонтированную сцену, даря свои музыкальные номера присутствующим. Еще один многоквартирный дом обрел новую крышу. Капитальный ремонт ведется по проспекту Ленина, 41. Результаты приема сдачи проделанной работы в сюжете Марины Бариновой и Елены Бладцевой. Этот дом построили еще в 1955 году на 26 квартир. И наверняка кардинальный ремонт кровли был проведен в нем впервые. К работам на этом объекте 53 дня назад приступили работники подрядной организации в рамках реализации республиканской программы по капитальному ремонту жилья. В данном доме мы производили капитальный ремонт кровли. Были произведены работы. Это замена стропил частичная, полная замена системы обрешетки, соответственно, замена старого настила шифером на профнастил, полное устройство новых слуховых окон, водосточная система также была смонтирована. Кровля является скатной, уложена из профнастила НС-35 крашеного оцинкованного. Также были устройства снегозадержателей и устройства ограждения кровли. Сколько же домов нашего города достойно новых крыш в этом году? 4 дома по отоплению, фасад и остальные кровли. Кровля у нас 17 домов было запланировано на этот год. И фасад Фрунзе 9 мы перенесли на 18 год. В связи с тем, что поздно погодные условия неблагоприятные для ведения фасадных ремонтов. Поэтому, потому что там Фрунзе 9 проводиться будет, это 18 год запланирован капитальный ремонт крыши. И целесообразно решили, что фасад дома, проводить ремонт фасада дома капитального после капитального ремонта крыши. Старт по выполнению капитального ремонта дан. Остается достойно пройти дистанцию, чтобы каждый житель города смог с гордостью сказать, что он живет в достойных условиях. Марина Баринова, Елена Бладцева, «Вести недели». С любовью к маме под таким звучным названием в городском дворце культуры прошел концерт, посвященный международному празднику Дню матери, где чествовали многодетных и активных мам города. На праздничном мероприятии присутствовала наша съемочная группа. «Мамочка» – самое дорогое слово на свете. Эти слова звучали в стенах городского дворца культуры в минувшие дни ноября для наших милых женщин. Ведущие приветствовали собравшихся, звучали теплые слова в адрес мам и бабушек. В зале царила атмосфера доброжелательности и хорошего настроения. Я хочу вас от всей души, от своего лица, от лица моего коллеги Киамидина Садырдиновича Мифтахуддинова поздравить с этим праздником. Во-первых, пожелать крепкого здоровья, счастья, терпения, любви. Конечно же, уважения от близких, мужчин, мужей, дедуль,
И самое главное – детей. С праздником! Один за другим на сцену выходили юные таланты. Участники концерта пели песни, танцевали, разыгрывали сценки, и все это посвящалось любимым мамам. Традиционным атрибутом любого праздника является награждение, чествование самых-самых. Ими стали многодетные семьи и семьи, принимающие активное участие в жизни города. Главная мама города Канаша, председатель женсовета Ольга Петрова, вместе с депутатом собрания депутатов 6-го созыва Надеждой Владимировой вручили им памятные сувениры. Роль женщины, роль матери – самая главная и самая большая роль в этой жизни. Дорогие детки, любите, дорожите, цените своих родителей, свою маму в первую очередь. Это тот человек, который дает нам жизнь, который ведет нас по жизни правильным путем, правильной дорогой. Это тот человек, который никогда не предаст, никогда не бросит. Весь вечер со сцены не стихали поздравления, стихи, песни и танцевальные номера. Дети дарили своим мамам самое-самое – свою любовь. Особенно порадовало выступление воспитанников детских садов. Марина Баринова, Елена Бладцева, Городской дворец культуры. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Гипермаркет «Светофор» приглашает за выгодными покупками. Продукты питания, бытовая химия, бытовая техника, одежда и обувь. Около 1000 квадратных метров складского помещения. Все по очень выгодным ценам. В оптовом гипермаркете «Светофор» есть все. Количество товара у нас всегда ограничено. Постоянно меняется ассортимент, поэтому у нас сохраняется свежесть и качество товара. Постоянно происходит акция. Таким образом, покупатель может сэкономить семейный бюджет. За покупками к нам ходят семьями. Большой ассортимент товара, всегда свежая продукция. Пришел в этот магазин сегодня, выходной день, а так хожу я раз в неделю. Покупаем примерно также на неделю. Магазин очень хороший, продукты дешевые, экономит бюджет. Так что спасибо, и продавцы вежливые. Мы радуем постоянными акциями, дарим подарки и скидки. Город Канаш, улица Котовского, дом 4. Телефон 2 30 50. Приходите в наш магазин за умными покупками. Мы всегда будем рады вас видеть. Работаем с 8 до 19 часов. Магазин «Светофор». Экономьте вместе с нами. Совершайте покупки с выгодой.